Дорогие члены жюри, я Турсунбек Назым, ученица 8 класса. Разрешите представить вам мой исследовательский проект «Русский и казахский устойчивые выражения», что совпадает, а что не переводится, итогом которого стал сопоставленный мини-словарь. В чем же актуальность моего проекта? Мы живем в двуязычном Казахстане, где русский и казахский языки существуют ежедневно. Часто общаясь или переписываясь, я заметила, что фразеологизмы, самые яркие носители культуры, часто остаются непонятыми или незамеченными. Поэтому актуальность моего проекта состоит в том, чтобы выявить сходство между языками, также разных народов, и также создать мини-словарь для удобного использования в ежедневном общении. Если говорить про гипотезу, то большинство выражений распределяются на 3 группы. Получается полное совпадение, частичное совпадение и уникальные выражения. Я использовала сравнительно-семантический анализ и собрала более 120 выражений и распределила их на эти 3 группы. Получается, полных совпадений всего 45%. Например, полных совпадений всего 45%, например, частичных совпадений всего 45%. Например, как рыба в воде, получается, они имеют разные образы, но при этом смысл у них один и тот же. А также есть уникальных всего 20%. Они не имеют ни общих аналогов и разных смыслов, и они при этом могут сохранять, получается, уникальность народа или культуры через фразеологизмы. Например, как бить по пуши, аттен жалость и хома. Они вообще не имеют никаких общих аналогов, но при этом сохраняют уникальность народов. Если возвращаться к теме мини-словаря, то мини-словарь построен по схеме, получается, русское выражение, казахский аналог и краткий комментарий. Например, вот то же самое выражение, как рыба в воде, они имеют один и тот же смысл, но при этом рыба в русском сознании и человек в казахском. Это также помогает сохранять, получается, смысл, но при этом также передавать уникальность языка. Поэтому в будущем я хочу расширить словарь до более 200 выражений и также добавить аудиогид и упражнения, чтобы изучать и также запоминать фразеологизмы стало намного легче. Если приходить к выводу, то фразеологизмы — это культурный код, который помогает сохранить уникальность народа и языка. Также эти все полные, частичные и уникальные выражения формируют сам культурный код. Также, если переходить к выводу, то я считаю, что мой проект, он очень важен, ведь он поднимает важные темы про уникальность народов и также при этом имеет большой смысл также в обучении и имеет большой смысл в ежедневном общении, как фразеологизм. Ведь фразеологизм — это также самый яркий носитель культуры, и поэтому спасибо за внимание, и я буду рада ответить на все вопросы.